Конный переход длиной в 500 километров в республике испытывают кабардинскую породу лошадей. Маршрут всадников от Лискенского района до Южной Осетии проходит через горы. С подробностями Наталья Юсупова. Окраина села Урух, 5 часов утра. Группа конников, прибывшая сюда накануне, занята подготовкой к испытаниям. Здесь нет мелочей. В дороге любой недосмотр может превратиться в проблему. Наездники говорят, что ценят кабардинскую породу не только за красоту и грацию, выносливость. Вот ее главное достоинство. Достижения мы проверяем. То есть тут идут лошади, жеребцы-производители, которые участвуют в породе. А вторая цель, не менее важная, это популяризация кабардинской породы лошадей у нас в стране и за рубежом. На испытания в Кабардино-Балкарию приглашены специалисты из Франции и Москвы, которые заинтересованы в разведении кабардинских лошадей. Вот этот человек, который мне помогал часто здесь, он на кабардинском жеребце Беркут с прошлого года выступает на французских соревнованиях по дистанционным гонным пробегам. В этом году выступал 6 раз, 5 раз был первым. Речь идет о французском наезднике Гаэтане Буае. Лошадь, которую зовут Беркут, осталась во Франции после этого перехода и попала к нам. Сейчас занимаемся ею. Мы заинтересованы, чтобы эта лошадь была выносливой, могла ходить через горы. Сегодня, по данным Нальчикского опорного пункта, в разных странах мира более 14 тысяч кабардинских лошадей. В Европе, в Германии, во Франции, в Словакии, в Чехии существует несколько десятков точно, как минимум, насколько я знаю, голов кабардинской породы лошадей. Все они очень заинтересованы в этой породе. Этот конный пробег стартовал через несколько дней. Его участники, пройдя кольцевой маршрут, вновь вернутся сюда и подведут итоги испытаний. Наталья Юсупова, Сафар Гириев, Азамат Табухов. Вести, Кабардино-Балкария.